Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И у нас снова спасенные собаки, в жизнь которых мы вмешались только с целью спасти, подарить им второе рождение. Это спасенные собаки, которые хотят жить, которых предали, выбросили, которых мы забрали и о которых рассказывали вам. Все они ждут своего полета, своего рейса, пассажира. Кого-то лечили в это время. Это коротколапика Яноша, у которого и возможный отек легких, и увеличенное сердце ежедневно возили на уколы, пьет сейчас таблетки. Потому на отек легких, похоже, либо от пневмонии. И сердце совсем большое. У него сердце увеличено. Сейчас я тебе сделаю. Теперь делаем кардиограмму. Угу. Это и спасенная голубоглазка. Забрали с трассы, металась между фурами машин, которые неслись на скорости. Чудом она не попала под машину. На ее счастье схватила ее женщина неравнодушная, почти уже под колесами, на этой дороге. Еще бы 5 минут, и была бы раздавлена. Но разве это не судьба остаться в живых благодаря этой единственной женщине? Тоже щенок до года. Тоже за нее очень просили. Обещали с пиаром, сказали, такая красота не засидится. Друзья, это и щенок-коровка. Ролик о ней вы видели. Ну и далась она нам. Передерживали где и как могли. В офисе. Но сотрудникам надоедало, и они ее отпускали гулять. И она бежала, куда глаза глядят. Бежала и снова к детям, на площадку. Принимала их за своих, ведь они тоже дети. Любит же она детей. Девочка веселая, контактная. Она убегала, ее искали, находили и возвращали в офис. И так 3 раза. Куда убежала, а? Вот куда ты убежала, скажи, пожалуйста. Ладно, хоть есть добрые люди. Ну, а то отправят тебя, добегаешься так. Пока не нашли платную передержку. И вот ей тоже надо оплачивать перелет и передержку в Москве. Мы нуждаемся в финкураторах, друзья. Очень нам нужны финкураторы. Пожалуйста, откликнитесь, напишите мне. Напомню, друзья, финкуратор – это финансовое спасение для животинки, благодаря которым становится возможным содержать собачуль до пристройства на передержке. Финкуратором может стать любой пожелавший на любую сумму, главное, чтобы ежемесячно. Нам очень нужны финкураторы, без них не вытянуть всех спасенышей. Откликайтесь, пожалуйста, друзья, напишите мне на WhatsApp. Также забрали и того кота, что сдали в ППЖ хозяева. Оказался он голубоглазым красавцем, выразительным, разговорчивым, харизматичным. Он тоже ждет самолет. А пока кастрировали, прививки поставили. Кот, тебя как зовут? У тебя имя есть? У тебя имя есть? Тебя как зовут, Котя? Ну как тебя зовут? Ну скажи. Ну как тебя зовут? А? Вася? Федор? Нет, не Федор и не Вася. А как? Ну скажи, как тебя зовут? Ну такой симпатичный котик. Друзья, жители Якутска, если кто летит из вас из Якутска в Москву или в Питер, откликнитесь, пожалуйста, станьте нашими спасителями, перевозчиком этих несчастных созданий. От пассажира ничего не требуется, только дать возможность присоединить к вашему билету провоз багажа в виде переноски. И все. Остальное мы все сделаем сами. Забронируем, проводим, запакуем, оплатим. А здесь, в Москве, встретим, вывезем. Все сами. Пожалуйста, откликнитесь, кто летит в Москву или в Питер.
И вот на ваше обсуждение и ваше решение по просьбе женщины из Якутска хочу рассказать про вот эту небольшую собачку весом 17 килограмм. Какая хорошая собака. Но с таким огромным брюхом. Это кошмар. Ей явно нужна помощь. Моя маленькая, ласковая, хорошая дочь. Ты что у тебя такое ребра? Какая-то, блин, вообще кошмар. Живот раздутый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, кошмар. Собачка встретилась ей на пути или подбежала к ней. Так ведут себя собаки, которые просят помощи у человека. Размер ее живота был огромен. Он выпирал с боков неестественно. И даже было видно, что это не беременность, а что-то аномальное. Женщина сжалилась над собакой и отвела ее в клинику. Первым и единственным делом там откачали жидкость. Аж 10 литров, целое ведро. Именно столько эта небольшая собачка носила в себе. Ну а что дальше с ней делать? Ведь надо знать причину этого ужаса. Значит, обследовать. Хотя бы УЗИ и анализы. Но на это нужны деньги. Меня спросили, что делать дальше или отпускать на улицу. Друзья, вы знаете мое положение и количество собак у меня, и сотни проблем. Вы знаете, что я не могу взяться еще за одну проблемную собаку. Но давайте хотя бы поможем обследовать эту собаку, поймем, что с ней и масштабы бедствия. Вдруг кто-то откликнется на эту собаку и станет ее ангелом-спасителем. Тогда нужны деньги на ее обследование. Теперь вот такая стала она. Вот. Вопрос. Мы поможем этой собаке? Мы будем что-то делать с ней? Или сказать, чтобы отпускали ее на волю?